Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас на вебинаре, который посвящен итогам деятельности региональных инновационных площадок в 2019 году. Сегодня мы с вами рассмотрим основные достижения, которые были получены в 2019 году региональными инновационными площадками, а также рассмотрим основные направления, запланированные институтом в 2020 году. Я напомню вам, что нормативными основаниями для осуществления деятельности региональных инновационных площадок выступают два базовых. Это постановление правительства Республики Коми от 24 января 2014 года номер 26, которое утверждает порядок признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений региональными инновационными площадками, и приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 30 июня 2017 года номер 219-П, который утверждает положение о региональной инновационной площадке на территории Республики Коми. Конечно, существуют и иные приказы, которые утверждают статус региональной инновационной площадки, которые сопровождают деятельность региональных инновационных площадок, разрабатываются непосредственно в самом Министерстве образования и науки и молодежной политики Республики Коми, а также Коми Республиканским институтом развития образования. В соответствии с данным приказом, основными направлениями инновационной деятельности в Республике Коми на настоящий момент, поскольку этот список пока еще не обновлен, считаются следующие. Во-первых, это система воспитания, то есть это ценностно-смысловой подход, основные модели, основные технологии, которые могут быть использованы непосредственно в рамках образовательного процесса. Это духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание и, конечно же, это развитие кадетского образования. Это техносфера современной образовательной организации. Это система профильного обучения, это модернизация содержаний и технологий преподавания предметов, предметных областей, дисциплин в общем, среднем профессиональном и в том числе высшем образовании. К числу приоритетных также относится система оценки качества образования, организация обучения детей с особыми образовательными потребностями, этнокультурное содержание образования, и подготовка кадров по международным стандартам по 50 наиболее востребованным профессиям на рынке труда, то есть развитие в республике движения «Молодые профессионалы» World Skills. В соответствии с данным положением, научно-методическое сопровождение и информационное сопровождение деятельности региональных инновационных площадок осуществляет Коми Республиканский институт развития образования. В частности, информационное сопровождение осуществляется на сайте института в разделе «Проекты. Региональные инновационные площадки», где представлены разделы «Нормативно-правовая база». В ней обозначены те документы, которые необходимы для подготовки при присвоении статуса региональной инновационной площадки, также приказы об утверждении этого статуса и приказы об утверждении научных руководителей. Непосредственно в проектах размещен реестр действующих РИП. В интерактивной карте инноваций обозначены непосредственно сами образовательные учреждения и так далее. Научно-методическое сопровождение осуществляется посредством научного консультирования, то есть когда каждой региональной инновационной площадке назначается научный руководитель или непосредственно консультант. Это такие базовые непосредственно характеристики деятельности региональной инновационной площадки. Если говорить о 2019 году, то в Республике Коми у нас функционировало достаточно большое количество региональных инновационных площадок, деятельность которых условно мы можем дифференцировать по следующим направлениям. Это опережающее внедрение федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. И здесь представлен опыт средней общеобразовательной школы номер 2 города Усинска, гимназии номер 1 города Сыктывкара. Другое направление – это модернизация содержания и технологий преподавания предметов. И здесь мы
можем ознакомиться с опытом Коми-республиканского лицея-интерната для одаренных детей из сельской местности. Самым емким направлением для 2019 года в целом является инженерно-техническое образование детей и подростков, ну и, конечно же, управление данной системой. Здесь представлено достаточно большое количество организаций. В основном это ухтинские организации, муниципальное управление образования и администрации МГУХТа, Ухтинский технический лицей имени Рассохина, средняя общеобразовательная школа номер 10 города Ухты, средняя общеобразовательная школа номер 40 с углубленным изучением отдельных предметов города Воркуты. Также это Сыктывкарский политехнический техникум, детский сад номер 55 комбинированного вида города Ухты. Не менее важным и интересным направлением деятельности РИП в 2019 году стали инновации в этнокультурном образовании. И это проекты Косланской средней общеобразовательной школы, это проект детского сада номер 83 общеразвивающего вида «Золотой ключ» города Сыктывкара и детского сада села Лезен. Ну и инновация воспитания. Здесь региональная инновационная площадка представлена муниципальным учреждением дополнительного образования Дворцом творчества детей и молодежи города Воркуты. Именно по этим направлениям мы и рассмотрим с вами основные достижения, основные итоги деятельности региональных инновационных площадок в 2019 году. Начнем мы с муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы номер 2 города Усинска, которая в 2019 году перешла к реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, и региональная инновационная площадка разработала, соответственно, основную образовательную программу и разработала и подготовила к реализации рабочие программы по учебным предметам базового и профильного уровня, рабочие программы курсов части, формируемые участниками образовательных отношений, программы профессиональных проб и социальной практики, а также алгоритм проектирования, реализации оценивания индивидуальных учебных планов, система оценивания личностных результатов, освоения учащимися основной образовательной программы, в том числе в форме самооценивания. Вы видите, что региональная инновационная площадка, разработанные нормативные, локальные нормативные акты для реализации среднего общего образования, федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, а также вы видите разработанные программы, и в целом активная ссылка, которая представлена на этом слайде, как раз позволит всем желающим ознакомиться с деятельностью региональной инновационной площадки и ознакомиться с данными документами, которые являются открытыми в этом отношении. Не менее интересным является опыт гимназии номер 1 города Сыктывкара, муниципального автономного общеобразовательного учреждения, которая занималась непосредственно разработкой системы оценочных процедур в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта. Региональная инновационная площадка в своей деятельности она разработала непосредственно основные критерии оценки индивидуальных проектов, которые являются обязательной частью среднего общего образования, и выполняется непосредственно школьниками. Также были проведены, как вы видите, рабочие встречи учителей в рамках реализации проекта по составлению КИМов по всем предметам, разработка инструкций для педагогов и учащихся по проведению контрольно-оценочных процедур. Также нужно отметить, что региональная инновационная площадка оказывала помощь в реализации проекта «Эффективная школа» ее участникам, ну и, конечно же, проводила консультации для педагогических работников гимназии, решала вопросы о реализации контрольно-оценочной деятельности на разных уровнях. В том числе представляла непосредственно свой опыт при обсуждении в рамках взаимодействия уже с институтом. Региональная инновационная площадка разработаны реальные конкретные документы, которые также могут быть использованы образовательными организациями, в том числе и при переходе на уровне среднего общего образования на новые стандарты.
Коми-республиканский лицей-интернат для одаренных детей из сельской местности основную проблематику своей деятельности непосредственно осуществил и реализовал посредством организации 10 семинаров, которые были посвящены такой теме, как актуальные проблемы преподавания естественно-научных и гуманитарных дисциплин в современной школе и особенности подготовки к ЕГЭ и ЕГЭА и разрешения наиболее сложных задач. Вы видите, что охват в среднем составляет в пределах 170 человек, учителей, которые непосредственно принимали участие. Также в мероприятиях ресурсного центра принимали участие и школьники, и ресурсному центру удалось провести в том числе выездное мероприятие. Уже это устоявшиеся непосредственно контакты и связи, в частности, непосредственно в Усть-Коломском районе. Также активная ссылка, представленная на слайде, позволяет ознакомиться с деятельностью ресурсного центра и увидеть непосредственно весь опыт деятельности данного коллектива. Мне хотелось бы сейчас перейти уже к тому довольно емкому блоку, который был посвящен инженерно-техническому образованию. Региональная инновационная площадка Уфтинского технического лицея имени Рассохина в данном случае занималась проблематикой развития инженерного образования, в частности, реализация программы STEM как современный подход к развитию инженерного образования. Вы видите, что в пределах 300 детей принимало участие в мероприятиях, которые, по крайней мере, по отчетным документам были представлены. В пределах 150 учителей были охвачены теми мероприятиями, которые проводил Уфтинский технический лицей. Также основными направлениями деятельности, они представлены здесь на этом слайде. Это проведение мероприятий в рамках плана работы открытой физико-математической школы, проведение мероприятий в рамках школы ИКТ-компетенции педагога и так далее. В школе осуществляется методическое сопровождение педагогов, преподающих математику, информатику, физику. Организуется работа с обучающимися образовательных организаций города в рамках сетевого взаимодействия, в рамках организации проектно-исследовательской деятельности учащихся, и, конечно же, проведение мероприятий для одаренных детей. Вы видите, что здесь также присутствует активная ссылка, где вы тоже сможете ознакомиться с основными достижениями и результатами деятельности региональной инновационной площадки Уфтинского технического лицея имени Рассохина в области развития инженерного образования. Муниципальная общеобразовательная средняя общеобразовательная школа номер 10 также занимается проблемами развития начального инженерного образования. И здесь охват учителей в среднем составляет примерно 300 человек, а охват учащихся примерно 210 человек. Основная направленность деятельности региональной инновационной площадки связана с внедрением новых элементов содержания образования, инновационных форм организации образовательной деятельности, которые направлены на реализацию начального инженерного образования. И на этом слайде точно так же представлено в данном случае, что было выполнено, сделано данной образовательной организацией. Обеспечение углубленной практико-ориентированной подготовки обучающихся школ в информационно-технологических областях. Организация курсов для участников сетевого взаимодействия по повышению КТ-компетентности, в том числе по направлению робототехника. Организация профильных учебных практик, проведение различных мероприятий и так далее. Активная ссылка также позволит всем заинтересованным лицам ознакомиться с деятельностью региональной инновационной площадки в этой области и ознакомиться с теми мероприятиями, которые провела школа. Муниципальная общеобразовательная средняя общеобразовательная школа номер 40 с углубленным изучением отдельных предметов города Воркуты в данном случае осуществляла свою инновационную деятельность, которая связана с такой темой, как образовательная сеть «Школьный технопарк», как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся, была связана с повышением эффективности использования ИКТ в деятельности Республиканского ресурсного центра.
использование ИКТ в учебной деятельности, также распространение опыта на республиканских курсах повышения квалификации и осуществление в качестве тьютора, в качестве школы-лидера и оказание помощи непосредственно в рамках проекта «Эффективная школа». Нужно отметить, что региональной инновационной площадкой представлены продукты инновационной деятельности, это методические разработки уроков, это проекты. Участники в данном случае активно размещали на платформе «Мобильный методист» тезисы, методические материалы, связанные с деятельностью региональной инновационной площадки. Информацию о региональной инновационной площадке и о тех мероприятиях, которые были проведены школой номер 40 города Воркуты, вы также сможете изучить по действующей активной ссылке, которая представлена на этом слайде. И таких мероприятий тоже достаточно много. Следующая региональная инновационная площадка, которая включается в этот кластер по теме технический центр, и она представляет собой в данном случае деятельность уже государственного профессионального образовательного учреждения Сыктывкарский политехнический техникум. Деятельность, как вы видите, как представлена информация на слайде, осуществляется по направлениям авто- и мототехника, мир информационных технологий. В настоящий момент технический центр представляет собой достаточно развитую инфраструктуру дополнительного образования детей. И вы видите, что у государственного профессионального образовательного учреждения Сыктывкарского политехнического техникума установлены достаточно большое количество связей со школами города Сыктывкара, и обучающиеся школы активно в мероприятиях и в том числе в обучении по направлениям, которые осуществляет Сыктывкарский политехнический техникум. Информация о деятельности региональной инновационной площадки также представлена по данной активной ссылке. Ну и следующий проект, он представлен муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад номер 5 комбинированного вида города Ухты. Это развитие инженерно-технического мышления дошкольников. В качестве основных достижений региональной инновационной площадка заявляет о том, что впервые в Республике Коми была проведена дистанционная онлайн-игра «Играем с Лего» с участием детей и педагогов дошкольных образовательных организаций республики. Ну и в декабре, посмотрите, 2019 года состоялся муниципальный этап региональных соревнований по робототехнике, который проводился как раз на базе данного учреждения. Реализуется проект «Лаборатория по лего-конструированию образовательной робототехники «Юный инженер». Проводятся практические занятия для родителей в рамках так называемой робошколы для родителей, лего-мастерские. Ну и, конечно же, проводятся семинары, практикумы и консультации для педагогов города Ухты и выездные так называемые лего-сессии для воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Ухты. При этом региональная инновационная площадка делает это каждый месяц. Что самое интересное, региональной инновационной площадкой был проведен детский оздоровительный лагерь технической направленности «Юный инженер» для воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Ухты. Мы постепенно переходим уже к следующему направлению. Это инновации в этнокультурном образовании и деятельность региональной инновационной площадки Косланской средней общеобразовательной школы посвящен созданию этнокультурной карты Удровского района. Вы видите, что участвуют в проекте и учреждения дополнительного образования и культуры. И подобная коллаборация позволяет достичь тех результатов, которые региональная инновационная площадка демонстрирует. В частности, как отмечают непосредственно представители этой площадки, деятельность региональной инновационной площадки осуществлялась в рамках информационно-методической работы, в рамках поисковой деятельности учащихся и педагогов по реализации проекта, ну и, конечно, по разработке и пополнению сайта проекта. Детский сад номер 83 общеразвивающего вида «Золотой ключ» города Сыктывкара
в рамках инновационной деятельности изучает возможности использования современных педагогических технологий в обучении детей дошкольного возраста коми-языку в условиях городской русскоязычной среды. Нужно отметить, что детский сад достаточно активен в демонстрации своих находок, инновационных идей, достижений на мероприятиях разного непосредственно уровня и непосредственно городских, и муниципальных, и республиканских, и в частности на летней школе игропедагогики «Джулик Малышок» региональная инновационная площадка представляла свой опыт как использование игровых методов приемов для активизации коммуникативной деятельности детей на коми-языке. Были разработаны рабочие программы по обучению детей коми-языку на 4 года обучения. Была представлена индивидуальная карта развития ребенка, которая предоставляет возможность диагностировать детей по коми-языку в старшей подготовительной группе с использованием технологий. Разработан перспективный план сетевого взаимодействия с детским садом села Лезем Тудинского района. Создана картотека коми-подвижных игр, дидактические игры. Ну, а также нужно отметить, что представители региональной инновационной площадки участвовали непосредственно как в международных семинарах, ну и активно публиковали свои работы. Региональная инновационная площадка «Детский сад села Лезем» Тудинского района изучала возможности формирования этнокультурной личности средствами коми-изобразительного искусства в условиях сельского детского сада. Нужно отметить, что региональная инновационная площадка активно распространяла свой опыт на муниципальном уровне, и ею были реализованы педагогические проекты по приобщению детей к изобразительному искусству, в частности, ознакомление детей старшего дошкольного возраста с творчеством художников-иллюстраторов Республики Коми, знакомство детей младшего дошкольного возраста с художниками-иллюстраторами коми-детской книги, времена года по ознакомлению детей младшего возраста с пейзажным жанром родного края и так далее. Также региональная инновационная площадка достаточно активно внедряет воспитательно-образовательный процесс детского сада, здоровьесберегающие арт-терапевтические технологии. Ну и вы видите, что также представленная активная ссылка позволяет нам при необходимости ознакомиться с основными мероприятиями, с основными достижениями, которые на настоящий момент характерны для региональной инновационной площадки. И еще одна региональная инновационная площадка – это муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи». Тема региональной инновационной площадки связана с формированием гражданско-патриотического качеств личности и в целом посвящена гражданскому патриотическому воспитанию детей и молодежи. Основными направлениями, вы видите, является проведение спортивных воспитательных мероприятий, уроков истории, мастер-классов. Нужно отметить, что региональная инновационная площадка взаимодействует активно с сетевыми партнерами, и здесь учреждения, в данном случае профессионального образования, учреждения культуры, общественные организации, родители, советы ветеранов и так далее. Как отмечает непосредственно в инновационной площадке, вся эта работа позволяет достичь определенных результатов. Во-первых, это активная занятость детей и вовлечение их в культурную, социально значимую деятельность. Во-вторых, это объединение кадровых, воспитательных, материально-технических ресурсов образовательной деятельности. Это удовлетворенность социума качеством образовательных услуг и так далее, и так далее. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что по всем активным ссылкам мы можем дополнительно изучить и рассмотреть основные достижения, которые были представлены в качестве отчетных региональными инновационными площадками. Несколько слов мне хотелось бы сегодня также сказать об основных направлениях деятельности и отметить некоторые нюансы. Во-первых,
научно-методическое информационное сопровождение деятельности региональных инновационных площадок, в том числе консультирование научными руководителями, представителей региональных инновационных площадок, оно у нас естественным образом сохраняется, но относительно нескольких региональных инновационных площадок мне хотелось бы обозначить, что сменились их научные руководители. В частности, приказом КРИРО 22 января 2020 года номер 22 о назначении научных руководителей региональных инновационных площадок были назначены следующие научные руководители. В частности, Управление образования и администрации МГУ Ухта, инженерно-техническое образование, основа развития экономики региона на территории муниципального образования городской округ Ухта, это Лешок Вячеслав Алексеевич. Средняя общеобразовательная школа номер 40 с углубленным изучением отдельных предметов города Воркуты, инновационный проект «Образовательная сеть детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся. Также Лешок Вячеслав Алексеевич. Гимназия номер 1 города Сыктывкара, проект формирования системы оценочных процедур в условиях реализации ФГОС, Исаева Наталья Николаевна. Сыктывкарский политехнический техникум, проект Республиканской инновационной площадки «Технический центр», Лешок Вячеслав Алексеевич. Ухтинский технический лицей имени Рассохина, программа STEM «Современный подход к развитию инженерного образования», Лешок Вячеслав Алексеевич, который, наверное, и руководил до этого момента. Также средняя общеобразовательная школа номер 2 города Усинска, создание условий для перехода на реализацию ФГОС среднего общего образования, Исаева Наталья Николаевна. Средняя общеобразовательная школа номер 10 города Ухты, программа деятельности ресурсного центра развития начального инженерного образования в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций города Ухты и Республики Коми, также Лешок Вячеслав Алексеевич. С этим приказом можно ознакомиться в рамках сопровождения деятельности региональных инновационных площадок на сайте КРИО в том разделе, который был представлен. Это раздел «Проекты. Региональные инновационные площадки». Также предполагается проведение обобщения опыта региональных инновационных площадок по опережающему внедрению ФГОС среднего общего образования и по инженерно-техническому образованию детей и подростков. Помимо этого, мы планируем и ожидаем, в частности, от региональных инновационных площадок те инновационные продукты в виде программ и так далее, которые требуют присвоения авторства и так далее для экспертизы в Республиканский экспертный совет, потому что в соответствии с требованиями, с нормативными условиями деятельности региональных инновационных площадок данная процедура, а именно экспертиза в рамках Республиканского экспертного совета, является обязательной. Ну и традиционное информирование о событиях и мероприятиях на сайте образовательных организаций и КРИРО. Относительно последнего мне хотелось бы обозначить, что те новости, которые вы размещаете на своих сайтах относительно реализации планов, программ, проектов в рамках деятельности региональной инновационной площадки, мы могли бы также размещать непосредственно в этом разделе. Специально можем создать его как новости, в том числе непосредственно с выходом на сайт Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, в зависимости от уровня мероприятия. Также хочу обратить ваше внимание на то, что в соответствии с постановлением правительства Республики Коми от 2014 года отчетными периодами у нас являются периоды до 1 августа 2020 года. По крайней мере в этом году, то есть до 1 августа. Поскольку в прошлом году подобного отчета не было сделано, фактически мы возвращаемся к ситуации отчетов по учебным годам. Поэтому мы ожидаем, в частности, Центр научно-методического сопровождения программ проекта в области образования, отчеты о деятельности региональных инновационных площадок до 1 августа 2020 года за период с начала учебного года 2019-2020. Также хочу еще раз напомнить, что вы можете направлять непосредственно свои вопросы как специалистам центра,
так и непосредственно, если это касается проведения экспертизы инновационных продуктов деятельности, секретарю Республиканского экспертного совета. Секретарем у нас является Мусанова Светлана Семеновна, кандидат филологических наук. Вы видите непосредственно выходные данные. Вы можете звонить по телефону в Сыктывкаре 28 60 11, внутренний 345, ну или, используя данный официальный адрес, направлять непосредственно запросы и информацию по деятельности вашей региональной инновационной площадки, а также по инновационным продуктам. Также на все ваши вопросы ответим мы, специалисты Центра научно-методического сопровождения программ проектов в области образования. Хочу подвести непосредственно итог нашей сегодняшней встречи. Мы подвели основные и обозначили основные достижения региональных инновационных площадок, которые были получены в 2019 году. И мы желаем вам успехов в реализации тех программ, тех проектов, которые вы представили в рамках деятельности региональных инновационных площадок. И желаем достичь наилучших результатов для того, чтобы мы их могли транслировать, в том числе на уровне республики, может быть, даже и на